Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана завершил работу над новой книгой. Для Туркменпочты построят новое административное здание. Туркменские школьники получат более 155 тысяч ноутбуков в новом учебном году и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов представил на заседании Кабинета министров свою новую книгу, посвященную объявлению города Анау культурной столицей тюркского мира в этом году. Глава государства отметил значимые археологические открытия, сделанные в Туркменистане учеными, подтверждающие богатое прошлое туркменского народа. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов распорядился провести на высоком организационном уровне запланированный в Париже выездной форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль. Мероприятие намечено провести 24-25 апреля. В настоящее время ведутся необходимые работы для организованного проведения запланированного инвестфорума. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в город Аркадак ознакомился с проектом парка Саглык, запланированного к возведению в новом городе. Глава Халк Маслихаты осмотрел виды скульптур коней, отметив, что изображения скакунов, являющихся национальной ценностью и гордостью туркменского народа, находят отражение в объектах, возводимых в новом городе. Председатель Халк Маслихаты подчеркнул, что к этим работам следует подходить в соответствии с требованиями современности. В Ашхабаде построят новое современное административное здание национальной компании почтовой связи «Туркменпочта». Согласно проектной документации, новый объект будет включать 5 этажей с техническими и серверными помещениями, рабочими кабинетами операторов, большим залом для обслуживания клиентов и конференц-залом, оснащенными передовыми системами связи. Более 155 тысяч первоклассников Туркменистана получат в подарок ноутбуки в новом учебном году. В настоящее время подготовлены образцы компьютеров Билимли, технические характеристики которых проанализированы соответствующими министерствами. Получены сертификаты стандартов их качества. Посольство России в Ашхабаде выразило признательность руководству и гражданам Туркменистана, соотечественникам и всем неравнодушным за сочувствие к трагедии, которая произошла в Крокус-Сити-Холле. В Шанхайском районе Янпу внедрен сверхскоростной мобильный интернет нового стандарта, способный развивать скорость до 10 гигабит в секунду. Это стало возможным благодаря технологии 50G PON и сервису F5GA, обеспечивающему мгновенное подключение к облачным сервисам и доступ к обширному контенту. С помощью такого интернета можно загрузить двухчасовой фильм в разрешении 8К всего за 72 секунды, что в 10 раз быстрее, чем при стандартном гигабитном соединении. Киллиан Мерфи сыграет роль харизматичного гангстера Томаса Шелби в полнометражном продолжении истории. Съемки фильма начнутся уже в сентябре этого года в Бирмингеме. Мерфи блистал в роли Шелби на протяжении 6 сезонов сериала, и его возвращение к этому культовому персонажу не может не радовать фанатов. Сюжет и дата релиза фильма пока держатся в секрете. Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов произвел 5 замен в составе команды, готовящейся к ответной игре с Ираном в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026. В расположении национальной команды вызваны голкипер Рахат Джапаров, защитники Ихлас Тойджанов и Мейлис Дурдыев, а также полузащитники Вельмурат Балаков и Беген Чакмамедов, сообщила пресс-служба туркменской команды. Ответный поединок Туркменистан-Иран состоится 26 марта на столичном стадионе Ашхабад. Начало встречи запланировано на 20:00. Билеты на матч можно приобрести в кассах арены ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Сборная Ирана по футболу прибыла в Ашхабад на матч против команды Туркменистана. Вместе с командой в международный аэропорт Ашхабада прилетели звездные футболисты иранской сборной, форвард итальянской Ромы Сердар Азмун и нападающий Порту Мехди Тареми. Сборная Ирана возглавляет группу Е отборочного турнира. На счету команды 7 очков в 3 матчах. 4-е место с 1 очком в 3 матчах занимает команда Туркменистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.